решения кризиса на Юго-Востоке. Накануне в столице в здании МВД состоялось заседание местного совбеза под руководством спикера Верховной Рады Александра Турчинова. Информация о результатах этого заседания отсутствует, однако начало силовой зачистки Славянска явно доказывает. Официальный Киев решил силой подавить гражданские акции протеста на юго-востоке страны. По официально неподтвержденной информации со ссылкой на анонимные источники в Верховной Раде, решение о силовой зачистке было принято с подачи шефа ЦРУ Джона Бреннана, который под чужим именем прибыл в Киев и провел ряд встреч с нынешним руководством Украины, в том числе и с силовиками. В любом случае, молчание Вашингтона по поводу насильственных действий украинских силовиков на юго-востоке страны – это прямое свидетельство поддержки силовых зачисток со стороны Вашингтона. И это резкий контраст с громкими заявлениями американских политиков в поддержку боевиков правого сектора, которые захватывали здания органов государственной власти на Западной Украине и в Киеве. В столице, кстати, до сих пор боевики удерживают здание Киевской госадминистрации, чего Аваков и Вашингтон упорно не видят. Как говорил в аналогичной ситуации Франклин Делано Рузвельт, Самоса, конечно, сукин сын, но это наш сукин сын. Изменилось время и персоналии, но неизменны принципы внешней политики Соединенных Штатов. Нынешний глава Кабинета министров Арсений Яценюк, который ранее заявлял о возможности диалога с представителями общественных организаций Юго-Востока, сейчас держится за кулисами и воздерживается от комментариев. Вполне вероятно, Яценюк не желает себя компрометировать близостью к Авакову, которого в случае провала зачисток не только отправят в отставку, но и, вероятнее всего, отдадут под суд. На роль главного действующего лица подавления гражданских акций протеста, которые власти и местные масс-медиа упорно называют сепаратистскими, без всяких на то оснований, назначен министр внутренних дел Арсен Аваков. Его силовые зачистки на Юго-Востоке означают только одно – мирный диалог больше невозможен. В стране де-факто развязана гражданская война, и вина за все жертвы этой войны падет на официальный Киев, на тех, кто вместо гражданского диалога выбрал насилие. Владимир Синельников, Вести, Киев. В Одессе на митинг сегодня вышли представители правого сектора. А перед журналистами выступил глава МИД Швеции Карл Бильд с очень жестким заявлением об экономическом положении Украины. Страна, по его оценке, фактически банкрот. Обо всем подробнее наш специальный корреспондент в Одессе Виталий Арутюнян. Репортаж Виталия Арутюняна мы сможем увидеть в самое ближайшее время, как только он будет готов к эфиру, а пока к другой теме. В Симферополе и Феодосии сегодня отмечают 70-летие освобождения от немецко-фашистских захватчиков. К вечному огню в центре крымской столицы с утра приходят сотни горожан, в том числе ветераны, те, кто участвовал в освобождении полуострова.